За годы независимости Казахстан сталкивался со множественными угрозами, как внутренними, так и внешними. Терроризм, экстремизм, наркобизнес, региональные конфликты, экономический кризис – эти явления уже длительное время находятся на слуху и будоражат умы наших граждан. Но если отдельные угрозы уже блокированы и не представляют опасности, то есть и те, которые длительное время существуют в нашем обществе. Одна из них – организованная преступность. Организованная преступность – сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия оно сопровождает экономическое и культурное развитие нашего общества, стимулируя такие человеческие пороки, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания. Борьба с этим негативным явлением является одной из приоритетных задач компетентных органов, которыми накоплен большой опыт работы в данном направлении. Практически не осталось регионов страны, кто бы не сталкивался с этой проблемой. Алматы, Шымкент, Тарас, Актобе, Кызылорда – это неполная география проведенных мероприятий силовых структур за последние годы. На этот раз указанная проблема не обошла и Западно-Казахстанскую область. Город Аксай – один из центров нефтяной промышленности Казахстана с населением не более 50 тысяч человек, где функционируют крупные промышленные предприятия, такие как Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, Аксай Газпромэнерго, Шлюмберже и другие. С виду крайне спокойный город, где жизнь бьет размеренным ключом, попал в поле зрения оперативников КНБ и МВД не случайно. На территории города в последнее время все чаще стали происходить конфликтные ситуации, в том числе с применением оружия. При выяснении причин и обстоятельств инцидентов было установлено, что поводом обострения обстановки послужил конфликт двух группировок, боровшихся за криминальный контроль над городом. Группировки состояли из числа бывших осужденных и маргинальной молодежи. Их представители находились в противоборстве между собой, которые периодически устраивали разборки для демонстрации своей силы. От их действий страдали мирные граждане, которые, опасаясь физической расправы, боялись обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Взяв преступные группы в оперативную разработку, сотрудниками КНБ и МВД при содействии прокуратуры проведен комплекс оперативных, специальных и следственных мероприятий. В результате оперативниками двух ведомств установлена причастность членов групп к совершению различных насильственных преступлений, таких как вымогательство, грабеж и хулиганство. Итогом длительной разработки стали проведенные 4 июля текущего года в городах Уральск, Аксай и Алматы мероприятия КНБ и МВД с задействованием специальных подразделений. Задержано 20 членов группировок. Проведено 52 обысковых мероприятий, в ходе которых изъят арсенал оружия, включавший в себя пистолеты, ружья, ножи и дубинки. Также по местам жительства обнаружены наркотические вещества. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения и арест. Теперь следствию предстоит закрепить собранную доказательственную базу, а также установить причастность членов группировок к иным уголовным правонарушениям. Но уже на этой стадии стало ясно, что проведенные мероприятия оказали положительный эффект на оздоровление криминогенной обстановки в регионе. Подтверждением тому служат многочисленные одобрительные отзывы местных жителей на размещенные в социальных сетях публикации о проводимых задержаниях в городе Аксай. Ведь те, кто сталкивался с беспределом со стороны организованной преступности, благодарны силовикам за то, что могут жить спокойно, строить планы на будущее и не опасаться за свою жизнь. Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.